между столичными властями и региональным оператором назревает конфликт из-за мерзлых бытовых отходов. Глава города пытается возложить эту работу на плечи регионального оператора. Кто в итоге обязан и будет убирать эти отходы с неблагоустроенного жилфонда? Смотрите в нашем итоговом сюжете. Значит, и регулятор, и Министерство ЖКХ, которые должны за всем этим делом, значит, присматривать и контролировать, делают все возможное, чтобы исключить неблагоустроенный жилой фонд. И вообще эта позиция в отношении неблагоустроенного жилого фонда, аварийного жилого фонда, она, в общем, начинает напоминать геноцид. Такая позиция у нас, у республиканских органов. Мы видим, что руководство города крайне недовольно состоянием неблагоустроенного жилфонда. И давайте разберемся, чьи же все-таки это полномочия по уборке мерзлых бытовых отходов. Понятно, что это жидкие отходы, которые при минусовой температуре превратились в мерзлые. Мерзлые бытовые отходы и не относятся к твердым коммунальным отходам. Это регламентировано федеральным классификационным каталогом, а также есть соответствующее письмо федерального органа Росприроднадзора. Основная проблема неблагоустроенного жилфонда в Якутске заключается в том, что жители этих домов сливают жидкие бытовые отходы в баки, предназначенные для твердых коммунальных отходов. Вот наглядный пример того, что происходит с железными контейнерами, предназначенными для ТКО. Их разрывает. Потом приходится их заново переваривать. Это занимает время. Региональный оператор не только проводит разъяснительную работу с населением неблагоустроенного жилфонда, но всю осень своими силами вывозил эти отходы, которые не входят в тариф. Согласно закону и нормативно-правовым актам, которые действуют на территории Российской Федерации, ответственность по организации контейнерных площадок лежит полностью на муниципальных органах власти. А сами жители неблагоустроенного жилфонда жалуются на неудовлетворительную работу управляющей компании «Юнион». Люди тоже хотят жить в чистоте. Убирают, но не очень часто. Иногда бывает скапливаться так, что подойти даже невозможно. Особенно летом вообще не подойдешь. Здесь лужи такие, грязь по колено. Все время в резиновых сапогах ходим, чтобы добраться, чтобы вылить. Согласно закону, региональный оператор должен вывозить только твердые коммунальные отходы, а мерзлые – это те же жидкие. Мерзлые бытовые отходы должны вывозиться не в составе коммунальных услуг, то есть не в составе твердых коммунальных отходов. Да? Соответственно, организацией сбора, транспортирования таких видов отходов должно заниматься органы местного самоуправления. Чтобы содержать город в чистоте, региональный оператор запустил пилотный проект «Полезная бочка». А с 1 декабря этот проект будет запущен массово уже во многих округах Якутска. В свою очередь, мы не отказываемся убирать смесь организованных, то есть где конкретно у нас будут разделены жидкие бытовые отходы от твердых коммунальных отходов. Как мы видим, региональный оператор выполняет свои прямые полномочия согласно закону и готов взять на себя еще больше, только для того, чтобы город был чист. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Константин Сметанин, Якутия. День за днем.